Смотри, мы с тобой, помнишь, один раз посмотрели, да, вот все бумаги ваши. Прокурор, ты обратился? Да. А работал где? Сочи строй. Краснодарский край, город Новороссийск. И сколько человек работал в Таджике? 40. И ни одного деньги не отдали. Какая там сумма у вас? С августа месяца до ноября. 4 месяца. 4 миллиона, да, или сколько? 3 700. Ну, 3 700, почти 4 миллиона, потому что да. И сколько месяцев уже бегали с этими деньгами? Ну, с ноября. А кто что отвез? Московская фирма. Где там устроили? Олимпийский комплекс. О! Вот там все. А пока будем начать решать с этими вопросами, да? Будет война, начнем, будем решать. Заявление, прокуратура приняла заявление. Пожалуйста. Да. Вот, Ответ. Принятие заявления и вот ответ, который пришло через почту. От прокуратуры Новороссийска. Ну дайте. От прокуратуры Новороссийска. Состав преступления отсутствует. Работали официально с разрешением на работу. О, прокурор, как фамилия прокурора? Новицкая, видишь как? Вы, да, Талбота, да? Прокуратура края рассмотрено ваше обращение о нарушении руководством ООО «Экспостройгрупп» прав граждан Таджикистана и выявлено нарушение послужили основания для несения прокурором Новороссийского директора ООО «Тако» и начальника управления «Тако» ФМС России по Краснодарскому краю. В настоящее время прокуратура города принимает меры. Принимает меры прокурор. Все, хана будем, все. Если не будет, это прокурор, поедет в Таджикистан служить. Я тебе обещаю, как Жириновский говорит, это прокурор вместе с вами отправит в Таджикистане. Мы добьемся, что он в Таджикистане должен быть прокурором, а не в России. Россия это цивилизованное государство. Ему здесь нечего делать, это прокурор. А он обещал, что сделает. Какого числа вообще Вот это? все, 13.03. 13 марта? Да, Это он с 13 марта Мы еще разбирается? не 31 декабря же. Ага. Мы ждем, у нас год. Женщина 9 месяцев беременная, правильно же? Все, хорошо, не переживай. Про того, что деньги им не дали, никакой слова там нету. В Это начальник их, в это начальник. ответе прокурора, да, письмо прокурора, никакой, ничего нету. Только там нарушение иммиграционных там порядок, там еще. А заявление было написано? Заявление было, что мы вот столько работали. деньги Вот не я дали. официально заявляю, канал общественный, канал создан при господине Медведеву. Я заявляю, да, что по отношению к вам. Если они готовы, я готов финансировать и в Сочи, Новороссии, выход. А одновременно я ознакомлен на месте с этими уродами, где фирма находится в Москве. Фирма, да, и потом выехать туда на месте. Я думаю, что с вашей помощью молодые парни Таджикистана получат зарплату, хоть один раз в 15 лет. А сколько вообще? Вот наша Раша там говорит, 3 года работать бесплатно, а у нас, если работаешь в правительстве, то 15 лет зарплату не получаешь. А сколько вам должны денег? 3 миллиона 700 тысяч. Ну вот, ну, нет, лично вам вот. Лично мне больше 250, около 300. Он специалист, он сварщик высокого профиля. Угу. И сколько, получается, вы месяцев говорите, с ноября по... С августа месяца прошлый год. С августа. До конца ноября. Год, То есть август, год. сентябрь, 14 С октябрь. конца ноября уже мы бросили работу, уже хватит бесплатно работать. Не, подождите, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 4 4 месяца. месяца, да. 4, получается. Ага. 4 месяца, ну сколько человек у вас? 40. 40 человек, нормальная зарплата, 3 с чем-то миллиона. Ага. У нас только одна Васильева с Сердюковым за месяц зарабатывает 6 миллиардов. Чего это? 40 человек зарабатывает. А как изначально вы договаривались с этими, это вот как это Экспостройгрупп. Экспостройгрупп, да. На каких условиях вообще изначально все это было? Изначально с июня месяц мы устроились на работу и оформили разрешение на работу. И начали работать. Июнь, июль, 2 месяца мы зарплату получали. И с августа месяц все. А, ну то есть Июль, сначала... мы зарплату получали, она ушла на проживание, на разрешение на работу. Разрешение почему вам дали? Не по 25, по 28? По 13 тысяч рублей. Там с Краснодарским краем. Ну там дешевле. Ну там совесть хоть не еще было. берут. Ну потом не, они вообще без зарплаты, потом отдали 3,5 миллиона. Они Еще есть такой момент, там не только граждане Таджикистана, таджики, которые граждане России и там работали. Вот, например, вот, Его тоже не дали. гражданин России, Он гражданин России, таджик. таджик. И таких не десятки. Они граждане России, им тоже деньги не дали. Если в Америке мексиканцы не платили деньги, завтра об этом узнал бы руководитель государства, президент страны, Обама. У нас по статистике каждый 10-й не получает зарплату. Бесплатно в России. Вот представляете, 2 миллиона, да, каждый 10-й не получает зарплату. Но ведь при этом не боятся и едут. Дело в том, что я вам привел факт, что 60% из общих мигрантов, им 27 лет еще нет. Они боятся возвращаться назад. Они готовы в холодных там условиях, иначе время года получается, голодные, ну если остаться в России, чтобы главное не служить. Потому что он приедет туда назад, сапоги на 3 человека заранее. Вот в этом году сапоги выдали, то сапоги должны служить 6 лет. Это у нас нормальный танк. Поэтому он не хочет следующий отдать сапоги.
А как зовут вас? Махмад Али. Это ваш, да? Да. 15 миллионов. Москва эти построили. С 2007 года не может свои деньги получать. А живой у них директор сейчас, мы сюда вызвали его, Припеленко фамилию. И чего говорит? Он говорит, что вообще они не чисты, но благодаря этому человеку он через отдел кадров нашел в тех бумаге. И своих фамилий все. Ага. Он говорит, эта фирма уже нет, и все. Я ему объясняю, что, уважаемый Припеленко, эта фирма-то нет, прокуратуры нет, но люди-то живые ходят, они вас ищут. Ну тогда готов платить. Он говорит, что за один объект 250 тысяч, он говорит, я тебе дам 50%, 120. Ну как это да, если он говорит, а как со стадией рассчитаться мне? Ну отдайте мои деньги, я с 2007 года ищу их. Их много таких. Вон там все папки, которые есть. Много очень. Да, где вы работали? Орловская область. В Орловской области. В каком году? В 2007 году. 2006, 2008, 2009, 2010. То есть получается, что 4 года вы там, да? Ну да, как начался там убивали там двоих. После этого уже начался задержки там всякие. Ну кто у вас начальник был? Клепенко был с начала до конца. Он директор фирмы? Да, Как фирма называется? Да. Раньше назывался «Стройиндустрия», а сейчас называется СМО-1, СМО-3, там, по всякие названия. Мгм. Что конкретно вот строили, какие-то Мы объекты? свинокомплекс, коровник и вот такие объекты. Народно-хозяйственное. И кабельный завод строили. В Орловской области. В Орловскую область, в Калужскую область. И какую сумму вам не выплатили? Ну, почти где-то по 3 месяца каждый год задерживали и не платили. Официальные, короче, они платили там по 5 тысяч, а неофициальные они не платили. Мгм. А потом продолжали уже там Да, 3 месяца не да. платят, потом, то есть 3 месяца в году вы работали бесплатно. Да. А почему работали тогда? Ну, мы работали, в другой объект нас перекидают, а мы там уже в другой объект начинаем работать. Первые оплачивают они официально, а неофициально не оплачивают. Так же получился и... Официально, говорит, только 5 тысяч дают им. Ага. А неофициально дают 25-30 тысяч. Они должны отдельно забрать там коньяк. Ну, в конверте, да. это Да. А их нет денег. А почему вы панику-то сразу не подняли после первого же Они такого? поднимали, а они сказали, завтра будет, послезавтра. И вот, А сколько человек в бригаде получилось? у нас где-то было общее где-то 300 с чем-то человек. У каждой бригады, у меня бригада 12 человек. Мгм. Другие бригадиры здесь находятся. И что вот когда вы нашли руководителя, что он вам сказал? Ну вот здесь я встретился, он Мы быстро сюда привели его. Да. Он опять говорит, что я столько суммы должен. Ну и как будете разбираться в этом? Написали заявление в прокуратуру там? Или... Есть заявление, на мое имя заявление, рассматривается вопрос. Ведет себя, конечно, очень плохо господин Припеленко. Ну, надеюсь, потому что человек, может быть, уже решит какой-нибудь. Уже другое название, фирма, название другое стало. Раньше было другое, а сейчас уже другое. Мгм. Поэтому не хотят, наверное, платить, поэтому крутятся как хотят.